Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие ребята. Я всех поздравляю с наступающим великим праздником, Днем Защитника Отечества. И разрешите представиться, меня зовут Святослав Николаев, я начальник Центра подготовки операторов ВПЛА. И хотел бы сегодня провести для вас очень интересную тему, которая называется «Служение Отечеству из поколения в поколение». Ну, как мы все знаем, наша история действительно имеет богатое прошлое, действительно героическое прошлое. И сейчас, находясь на пороге а, 21 века, удивительных технологических открытий, мы действительно подошли к тому, что именно преемственность поколений, именно понимание того, какую роль мы сейчас занимаем в нашем мире, кем мы должны быть, какими мы были в прошлом, что нас ожидает. Именно это сегодня тема нашего сегодняшнего лекции. Итак, служение Отечеству из поколения в поколение. Ну, в первую очередь, конечно же, для нас является самым главным обозначить себя и узнать себя. Кто же мы такие, кем же мы являемся? И самый главный вопрос, который сейчас стоит именно на повестке современности, именно сегодняшнего дня, это кто такой защитник? Защитник Отечества. Для нас, конечно же, самым важным является то, что защитником может быть не только тот человек, который находится на острие самых главных событий 21 века, но еще и тот, кто работает и в тылу. Это люди, которые в том числе занимаются самым главным, поддерживают, помогают, организовывают. Это медсестры, это хирурги, это волонтеры, это те люди, которые по-настоящему спасают, защищают наше Отечество, наше государство. И, конечно же, хотелось бы сегодня отметить именно тех, кто по-настоящему чувствует свою соучастие в жизни нашего общества, нашего государства. Это а, а, полицейские, это росгвардейцы, это сотрудники Росгвардии, это пожарные, это все те ведомства, которые находятся на страже нашего Отечества. И все люди, которые сегодня стали поздравлять сегодня, накануне нашего великого праздника, им имеем, конечно, самую большую благодарность. И в первую очередь мы должны понимать, что это идет нарратив именно и в том числе с тех времен, когда наше государство только-только формировалось. Формировалось даже в таким образом, что история, которая стала частью нашей культуры, она в том числе и имела главную главный смысл, который вот вкладывали именно наши предки. И сегодня хотелось бы, конечно же, спросить именно те моменты, которые являются основополагающими для любого государства. Мы есть кто? И хотелось бы, конечно же, всегда я задаю вопросом своим ученикам, своим студентам, правда или неправда, верно или неверно. Первое постоянное войско в России, которое появилось ли при Иване Грозном? Мы все, конечно, помним, что наше государство образовалось еще 1000 лет назад, во времена той древней эпохи, Средневековья, когда мы являлись преемниками именно христианской Руси. Но правда ли то, что именно войско постоянное появилось при Иване Грозном? Удивительно, но это действительно верно. Именно при Иване Грозном было то, что сейчас вот говорят именно как понятие постоянного войска, потому что это именно те войска, которые обеспечивались именно государством, и это были не дружинники князя. И сейчас вот можно вот даже вот на картинке увидеть, что они обмундировались определенным образом. Конечно же, очень много исторических фактов есть о стрельцах, и именно то, что они в том числе принимали участие в расширении территории нашего государства, является тем фактом, что они были не за каких-то князей, а именно во имя нашего государства. Конечно же, главным также вопросом является то, что как же было возможно сохранить нашу государственность и территориальную целостность в начале по-настоящему очень тяжелого времени, 17 века. Верно или неверно сохранить государственность и территориальную целостность в начале 17 века позволили регулярные воинские формирования, собранные из добровольцев. Как мы видим по нашему вот этому замечательному фотографии, здесь есть два человека, которые являлись самыми главными людьми в начале 17 века.
кем является гражданин, кем является человек, который жил на Руси XVII века, во времена смутных времен, во времена смутной эпохи, когда было непонятно, кому и кем мы являемся. Именно тогда, в XVII веке, появились Минин и Пожарский, которые определили нас и обозначили нас на исторической и территориальном мире, что именно мы являемся частью русской культуры, которая сформировалась еще в начале 8-9 века. Да, действительно, это верно. Мы видим на этой картине, что именно Москва, которая была оккупирована именно польскими, литовскими войсками, которые чувствовали себя хозяевами в Москве, они получили отпор от добровольцев, от дружинников и тех людей, которые по-настоящему чтили и сохраняли традиции, которые были именно русского государства, российского государства. И именно тогда появилось самосознание, та часть именно великой культуры, которая является именно сейчас, именно кем мы именно являемся, самосознанием того, что наше государство имеет свою собственную историю, историческую цель стать частью миропорядка и стать по-настоящему, сыграть главную решающую роль. Даже сейчас в современном мире и в будущем, которым когда нас, через какое-то поколение у нас оно наступит. Конечно, самым главным является то, что история шла именно через прогресс, через тяжелые исторические события, но тем не менее именно понимание национального государства, понимание того, что мы являемся частью не только каких-то там чужих интриг или историй, а то, что мы являемся самостоятельным государством, по-настоящему заложило основу при Петре I. И, конечно же, вопросом, который я всегда задаюсь, это является ли верным или неверным утверждение, что военная служба по призыву возникла в России при Петре I. Сейчас, уже пройдя многие столетия, 300 лет, это действительно можно принять, наверное, самый главный ответ, то, что на рубеже XVIII века, в конце 17 начале XVIII века именно решение, которое принимал на себя наш царь, наш император Петр I, по-настоящему знаковая историческая фигура, сформировали для нас новое понимание того, что нужно именно следовать прогрессу и тенденциям современности и вызовам того времени, той эпохи, которая к этому подошла. И именно Петр I поставил во главе угла понимание того, что современные понимания кораблестроения, военной дисциплины и уставов являются основой нашего Отечества, и именно оно является тем будущим именно защитниками, именно они, воины, становятся теми защитниками, которые смогут в дальнейшем и в будущем показать по-настоящему ту историческую ценность, которую они впоследствии проявили. И разрешите, конечно же, такой вот здесь вот у нас показать. На экране вот у нас видите изображение полководцев и названия разных эпох. И вот давайте мы сейчас вот немножечко такой вот исторический экскурс все-таки проведем тому, кем мы именно по-настоящему гордимся. Это, конечно же, Кутузовым, Брусиловым, Нахимовым и Суворовым, которые принимали участие во всех исторических и по-настоящему грандиозных событиях эпохи нового времени, ну и эпохи просвещения, и по-настоящему вписали в себя историю великих полководцев как одних из самых гениальнейших тактиков и стратегов своей эпохи. И именно сейчас, являясь потомками этих великих людей, мы сейчас понимаем, насколько важна эта историческая ценность. Как мы знаем, сейчас благодаря художникам, которые вот жили в ту эпоху, они смогли описать те события, которые были именно в те времена. И по-настоящему героическое прошлое наших отцов, наших дедов показало то, что именно верность отчизне, служение отчизне, служение нашему государству сформировало по-настоящему главное осознание
и самосознание нашего русского народа. Все-таки насколько же важным является то, что именно воспитание, именно преемственность поколений, которые вот тогда существовали, от отца к сыну, даже начиная от тех же казаков, да, они смогли сформировать такую уникальное понимание того, что мы являемся частью по-настоящему великих событий тех эпох. И даже маленький человек, независимо от того, кем он родился, в какое он сословие он приходил, он по-настоящему мог внести главную преемственность, главную героическое событие и подвиг, который мог стать основополагающим и кардинально меняющим всю позицию, которые в те времена были. И, конечно же, для нас очень важным являются те люди, которые смогли по-настоящему достичь огромных достижений, таким людям, как Александр Васильевич Суворов, который, являясь, начинал в путь от всего лишь рядовыми солдатами и прошел путь до самой верхушки управления военным делом и стал генералиссимусом нашего Отечества. И действительно, такие личности, которые смогли помочь удержать наше государство в тех самых сложнейших эпохах, когда необходимо было доказать именно русское оружие. Перед вами картина, в которой вот показаны наши действительно самые главные события. И сейчас мы вот видим, что во времена русско-турецкой войны, во времена Крымской войны, Отечественной и Первой мировой войны наши генералы, наши командующие смогли показать себя с самых лучших сторон и показали, что действительно победа может граничить с теми подвигами, которых проявляли их солдаты и их гениальными тактиками. Так что же нас объединяет, ратников прошлого и воинов настоящего? Если посмотреть сейчас современность нашими глазами, то можно заметить, что мы сейчас действующие военнослужащие и ветераны специальной военной операции, и ветераны боевых действий являются по-настоящему мечом и щитом нашего государства, как когда-то были наши исторические наши деды, это начиная от древних богатырей, полумифических до легендарных личностей, которые смогли себя показать и стать по-настоящему войти именно в историю как ратники, как по-настоящему великие воины прошлого и настоящего. Ну, действительно, если так вот посмотреть нашу современность, и начиная с 20-го года, 20 века, то есть, извиняюсь, да, наши герои по-настоящему, наверное, являются самыми знаковыми личностями нашей истории, потому что совершить по-настоящему героический подвиг — а, это самопожертвование на грани на грани по-настоящему мужества, которое проявляется в очень редких случаях, но сейчас действительно становится по-настоящему очень исторически сложилось так, что мы действительно их понимаем, принимаем и восхищаемся нашими дедами, нашими братьями, которые вот принимали участие, в том числе и в Великой Отечественной войне, да и современности. Перед вами наши герои Николай Гастелло, Александр Матросов, Рашид Галиуллин, Нурмагомед Магомедов. Все они являются героями и по-настоящему совершили те подвиги, которых у нас сейчас в истории у нас сейчас изучается, когда Николай Гастелло, даже несмотря на то, что его самолет горит, он все-таки смог по-настоящему вписать себя в историю и смог направить свой самолет в сторону врага, когда Александр Матросов смог своим по-настоящему стойкостью, своим духом пройти на амбразуру, закрыть собой, чтобы спасти своих братьев по оружию, когда сотни человек смогли спастись, а он, бросившись и совершил герой, и сдержал огнеметный расчетный пулеметный расчет, да, когда Рашид Галиуллин смог вызвать на себя, в том числе, ну, извиняюсь,
когда Рашид Галиуллин смог на себя э, по-настоящему создать великий подвиг, когда он смог остаться живым. Нет, он действительно остался живым, он совершил подвиг. Ему, конечно же, через лечение, через госпитали он один из тех, кто удостоился звания Героя Российской Федерации, Героя России. Он смог на себя вытянуть все врагов и смог остаться в живых, несмотря на никакие ранения, которые он получил. Когда Нурмагомед Гаджимагомедов смог стать первым а, участником СВО, который получил Героя России и удостоенным именно высокого звания Героя Российской Федерации, но при этом он, жертвуя собою, смог забрать, даже не забрать, а смог до самого последнего момента сохранить честь и достоинство а, российского оружия и смог до конца стать верным своей присяге. Ну что ж, давайте перейдем к следующему. Давайте мы сейчас вот немножечко подойдем к той теме, которая, наверное, является одной из самых интересных для подрастающего поколения. Можно ли что-либо сказать, что вот о тех картинах, которых сейчас я вам покажу? Перед вами танк Т-34. Было ли оно изобретено в годы Великой Отечественной войны? И, конечно же, главным ответом является то, что большинство людей во всех фильмах наверняка видели этот замечательный э, танк. Действительно, он был изобретен во времена Великой Отечественной войны и в том числе принимал участие в подвигах в освобождении Германии. И, конечно же, он был создан в огромном количестве, более 30 тысяч танков, которые смогли принять участие во всех фронтах, во всех армиях и были одними из символов победы советского народа. А перед вами, конечно же, такой, наверное, один из самых распространенных автоматов, которых вот все вот считают, было ли оно или не было. Перед вами автомат АК-47. И, конечно же, вопрос, который всегда задают мне обучающиеся, это был вопрос, а действительно ли он был создан во время Великой Отечественной войны? Ну, как мы знаем, мы смотрели все в фильмах про Великую Отечественную войну, автомат АК-47 или автомат Калашников, он не был изобретен во время Великой Отечественной войны, а был изобретен, как из самого названия понятно, в 1947 году. Один из самых, наверное, популярнейших и один из самых надежнейших автоматов до сегодняшнего времени и один из самых удобных стрелковых оружий. Перед вами пистолет-пулемет Судаева. Один из, наверное, по-настоящему массовых производств, который был когда-то изобретен. Почему? Потому что он был очень эффективным, удобным и имел, конечно же, колоссальный успех именно среди солдатов советского народа, Советского Союза, Красной Армии, потому что он был один из тех, которые были удобными и легкими и принимали участие в освобождении всех городов. По-настоящему очень удобная вещь, тогда как немецкие или американские или другие японские милитаристы, они имели в вооружении другие автоматы, то у нас один из удобнейших пулеметов, пистолетов-пулеметов суда показал себя именно во всей красе именно в Великой Отечественной войне. Одна из самых интереснейших во всех фильмах, которых вот всегда очень можно увидеть часто, это русская трехлинейка, винтовка Мосина. И главным вопросом, который всегда спрашивается, а действительно ли она была изобретена в Великой Отечественной войне? Нет, она была изобретена более ранее, еще в начале XIX века, в конце XIX века, в начале XX века оно уже было в более-менее массовом производстве. И одна из удобнейших этих трехлинейок в том, что она стреляла, конечно же, одним из удобнейших для снайперов было винтовок. И нет, она не была изобретена в годы Великой Отечественной войны. Ну, перед вами, наверное, одна из самых известнейших, наверное, всех по кадрах и фильмах. Это дивизионная пушка СИС-3 или 76-го калибра. Если посмотреть на нее, то, конечно же, она является одним из самых удобнейших, наверное.
Именно во время Великой Отечественной войны 1942 года, 1941-1942 годах она уже была изобретена и была удобна, потому что ее можно было перевозить и использовать ее практически на самом переднем крае Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, одним из самых сложнейших вопросов, которые стоят перед нами сейчас, это современные вызовы в условиях специальной военной операции. По-настоящему одним из самых сложных вопросов, конечно, является то, что НАТО и недружественные страны начали использовать информационную пропаганду, разделять наше общество, наше преемственность, наше действительно историческое прошлое, в том числе и на территории Украины, где, как мы все знаем, Советский Союз включал в себя в том числе территорию Украины. Это наше прошлое было, но недружественные страны и блок НАТО, расширяясь именно на восток, создали прецедент, в котором некоторые по-настоящему не понимающие, не взращенные, не осознающие отказались от своего исторического прошлого, и в некоторых регионах Украины произошли неправильные понимания того, как именно должно быть их будущее. И именно поэтому 24 февраля 2022 года по решению Верховного Главнокомандующего было принято решение о том, что нужно защитить именно русскоязычное население территории Украины. И именно с этой целью денацификации и демилитаризации Украины, чтобы по-настоящему спасти народы, которые проживают на территории Донецкой народной, Луганской, Запорожской, Херсонских областей, по-настоящему приняли решение о том, что необходимо принять участие и провести специальную военную операцию. Да, это решение было очень сложным, по-настоящему осознанным, и по-настоящему для нас являлось самым главным то, что история имеет понимание того, что прошлое нельзя изменить, прошлое и перетрактовывается некоторыми недружественными странами, но именно понимание того, что в будущем мы окажемся правы, что именно наше будущее к целям нашего будущего, нашего современности и наших поколений, которых идут за нами, или даже сейчас вот вместе с нами растут наши и обучающиеся наши студенты, по-настоящему понимают, что будущее зависит от того, какие действия мы примем сегодня. Именно преемственность поколений, именно понимание того, что жизнь человеческая, это действительно имеет не только индивидуальность, но и еще имеет общее, коллективное понимание того, что для нас является самым важным. Это наша семья, это наша малая Родина, это наша Россия, Родина с большой буквы. И именно понимание того, что мы имеем историческую ценность, чтобы вехи истории не могла нас забыть, и что в будущем именно Россия сохранилась по-настоящему как великая держава. Мы стараемся сделать все, чтобы история помнила нас, эти подвиги, как когда-то мы изучали в детстве, и сейчас мы даем нашим ученикам и студентам изучать историю наших предков и тех подвигей наших солдат и генералов, которые принимали участие во всей истории прошлого в течение многих тысячелетий. И именно поэтому для нас является самым важным то, что история начинается именно от преемственности, и для нас самым важным является то, что самым главным во всей этой истории будет именно понимание и осознание того, как мы, проживя долгие годы, когда пройдет огромное количество лет, мы по-настоящему передадим те знания, те традиции, те мысли, которые вот именно сейчас у нас прямо сейчас находятся. Мы уверены, что в будущем для нас самым главным станет то, что именно действия, которые сейчас происходят, в том числе специальной военной операции, приведут к по-настоящему мирному будущему, которое фактически чуть-чуть осталось до завершения. И мы сможем стать по-настоящему, взглянув в прошлое через много лет, сказать, что мы сделали правильный выбор и сделали все верно. Хотелось бы наших
коллег, наших обучающихся. Прошу, пожалуйста, перейдите по ссылке, а, пожалуйста, отсканируйте. Мы будем очень рады вашей обратной связи, будем очень признательны, если вы отсканируете и дадите нам какую-то действительно оценку нашим лекциям. Итак, большое спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз поздравляю с наступающим Днем Защитника Отечества. Поздравляю всех наших солдат и ветеранов, принимающих участие в специальной военной операции. С благодарностью.